Тема моего доклада – осторожно, батарейка. Цель работы – изучить вредное влияние пальчиковой батарейки на окружающую среду и здоровье человека, показать важность и необходимость утилизации отработанных батареек. Задача исследований – изучить литературу и материалы интернета по теме исследовательской работы, изучить влияние батареек на окружающую среду и здоровье человека, провести опыт с батарейкой и изучить мнение детей по вопросу утилизации батареек. Актуальность. В батарейках содержится много разных опасных металлов, которые накапливаются в живых организмах и в организме человека, нанося вред. Откуда взялась батарейка? История создания батарейки началась в конце 17 века. Идея принадлежит итальянскому ученому Гальвани, но доделал его другой ученый Вольт. Именно его Вольтов столб через 200 лет превратился в знакомые нам пальчиковые батарейки. Какой вред наносит батарейка человеку? В целом в составе одной батарейки может быть до 10 токсичных химических элементов. Например, свинец, кадмий, ртуть. Никель и цинк поражают кишечник, печень, головной мозг. Вред батареек окружающей среде. Ученые утверждают, одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли и 400 литров воды. Это территория обитания 2 деревьев, 1 ежика, 1000 дождевых червей, 2 кротов. А отравленная почва не позволяет растениям жить и вырабатывать кислород. Ядовитые вещества проникают в почву, потом попадают в грунтовые воды, далее попадают прямо в реки. Мы провели анкетирование в 2 классах. Результаты анкетирования показали, что 100% используют дома батарейки, 85% выбрасывают батарейку в мусор, 15% хотели бы сдавать батарейки в пункт сбора сырья, 60% знают о вреде батареек, 40% не знают. Исходя из этих данных, мы решили провести эксперимент и наглядно показать вред батарейки. Ход эксперимента. Мы взяли 2 стакана и посадили по одному ростку комнатного цветка с патифилом. В стакане номер 1 положили использованную батарейку. Ухаживали за цветами одинаково и начали наблюдать. Спустя несколько дней с начала эксперимента цветов в стакане номер 1 начал увядать. Мы заметили потемнение на листочках и появилось белое пятно, когда как уход был одинаковым. Спустя 2 недели после начала эксперимента цветок в стакане номер 1 окончательно засох и сильно уменьшился. Мы заметили, что цветок в чистом грунте емкости номер 2 развивается быстрее, чем в стакане номер 1. Это показывает и доказывает губительное влияние батарейки на почву. И заключение. В нашей стране каждый год на свалки поступает более 15 000 тонн использованных батареек. Они лежат там тысячелетиями, отравляя воду и почву ядовитыми и токсическими веществами на основе
покупать их. Второе. Старайтесь выбирать технику, которая не требует использования батареек. Третье. Используйте перезаряжающиеся аккумуляторные батарейки. Четвертое. Покупайте батарейки с маркировкой без кадмия, без ртути. Пятое. Используйте заряд